Хаиль Геннер, Кадр Миллет Ташлер. Сегодня я бы хотел развить такую интересную тему, вокруг которой, ну, так или иначе, крутится вся наша концептуальная и политико-идеологическая деятельность. О том, как же, собственно говоря, осмыслить и поднять то, что называется народный дух. То, что у немцев называл в свое время Фолькгейст, народный дух. Собственно говоря, милли-рух, как у нас говорят, национальный дух является тем стержневым, собственно, элементом, который определяет необходимость ренессанса, мобилизации народа, духа на свою борьбу, на свой суверенитет. Так вот, был такой немецкий ученый, идеолог, историк его хорошо знает, Иоганн Готфрид Гердер, который жил в середине 18 и самом начале 19 века, был учеником Канта и один из влиятельных теоретиков бури и натиска был такое широкое движение «Штурм und Drang». Так вот, он как раз свел это понятие в интеллектуальную и широкую аудиторию, чем способствовал развитию такого направления, как романтизм. И романтизм, в общем, поспособствовал развитию и концептуализации, как бы проникновению идей народности в более широкие слои общества. В общем, и это и стало какой-то причиной, одной из причин создания или воссоздания, или формирования того, что называется нацией уже в середине 19 века по итогам так называемой «Весны народов» 1848 года. Так вот, согласно Гердеру, субъектом истории является не группа отдельных высокообразованных индивидуумов, да, движущих прогресс в какую-то сторону, торжества каких-то универсальных ценностей, но народы. Каждый народ, по его мнению, представляет некое органическое целое, культурное единство, которое и является субъектами истории. Собственно, если мы возьмем священные писания, Инджиль, Таурат и Коран, две Библии, соответственно, Ветхий и Новый Завет и Коран, то мы увидим, что большая часть повествований там а, обозначаются народы. То есть порядка в Коране это порядка 40% повествования, связанные с народами, отдельными народами, племенами, народами. И так сказано в Коране: мы создали вас народами, племенами, наделили вас языками и распространили вас на земле. То есть некая конгломерация, которая является некой устойчивой формой. На них возлагается определенная миссия. Эту миссию мы можем как раз-таки обозначать в форме фолькгайст, милли-рух Ян. Так вот, он и говорил о том, что история есть история не единого человечества, как нам представляют, да, а многих народов. Поэтому она нелинейна и состоит из разных накладывающихся друг на друга циклов. Значит, где-то какой-то народ может вырваться вперед, где-то наоборот, но, как говорит он, каждый народ, так же как и человек, проходит в своей истории те же фазы, что и отдельный индивидуум, да, младенчество, юность, зрелость, старость, маразм и смерть. То же самое, кстати говоря, подхватил в свое время и Лев Николаевич Гумилев в своей известной концепции о пассионарности. Он говорил, что время народа 1200-1500 лет, и вот на последней стадии он входит в фазу гемеостаза, то есть в фазу, когда он буквально органически вплетается в природу и постепенно-постепенно становится ее частью ландшафта. Все. Из истории он уходит, хотя, наверное, остается вот в виде тех элементов ландшафтных, о котором я говорил. Поэтому, в общем-то, каждый народ выстраивает в своей истории свой цикл семантический, да, который соответствует его внутренней логике. Как говорят у татар, она мантыгана бәйле, то, что связано с его внутренним логическим повествованием. Поэтому, говорит он, каждый народ выступает носителем некой
уникальной идентичности, которая развивается по неким своим спиралям, по неким своим маршрутам, роутерам. Это очень важно, потому что у каждого есть особенность. У каждого народа есть некие понятийные системы, которые непонятны другим. Ну вот, например, попробуйте перевести вот так вот адекватно, емко такое понятие, как «ман» в татарском языке. Это и мелодика, это и какое-то внутреннее состояние, это и какие-то вибрации такие внутренние, энергетические. То есть как бы вот когда татарин говорит об этом, ему понятно, о чем речь. То есть ему не нужно расшифровывать. Также и у остальных народов есть свои уникальные особенности. Поэтому тот же Гердер, чтобы вот эту концептуализировать эту систему, это органическое целое, вводит понятие народный дух, как я уже сказал. И он приписывает этому понятию сознание, субъектность, способность к волевому последовательному развитию. Да, в нем, как он говорит, заложена некая потенция к тому, чтобы развить ее до тех форм, которые необходимы для этого народа, для реализации некого замысла, высшего замысла, провиденциального замысла, миссии в конечном итоге. Поэтому, говорит он, в том числе, и, наверное, с этим стоит согласиться, история есть многомерные круги раскрытия вот этого народного духа в каждом народе. Ну, сейчас историки или наблюдатели это называют менталитет отдельного народа, да, каждого, или там коллективное бессознательное. Суть это не меняет, все прекрасно понимают, что каждый народ концентрирует в себе некие уникальные способности и возможности, да. То есть они могут кардинально различаться. И, собственно, здесь мы подходим к очень интересной теме. Теме того, что раз мы носители милли-руха, национального духа, то мы сознательно должны его каким-то образом пробудить, потому что пробуждение этого духа и есть тот необходимый импульс, та необходимая искра, которая зажгет ту самую свечу зажигания, запустит этот двигатель. Но что это такое в конечном итоге? Да, как это зацепить? Ну, тот же Гердер, раз уж мы о нем говорим, он, как известно, одним из первых стал заниматься чем? Что собирал мифы, предания, он все это концептуализировал, он все это, всему этому придал научный, респектабельный вид. Да? То есть он фактически систематизировал то, что называется фольклором, который он считал в том числе и проявлением этого самого народного духа. Дальше он, по сути говоря, и тот человек, который понятие фольк, народ, не в таком бытовом смысле, эй, народ там, нет, а вот как в едином органическом целом, и ввел, вкрутил, что называется, в интеллектуально-политическую жизнь. И дальше уже последующие философы, Шеллинг, там, Фитхе, Гегель, они следовали по его стопам, развивали эту мысль. И вот тот же, например, если я не ошибаюсь, Кант говорил о том, что если у народа нету своей мысли, как бы своей концепции, ну, философской, кому не нравится философская мысль, пускай называют ее категориальная мысль или критическая мысль, но некая систематизация мысли, в том числе политической, считайте, что тот народ не существует. Потому что он свой, в том числе, фольк-гейст, должен каким-то образом изложить и проявить. У него должна быть четкая стратегия. То, о чем мы неоднократно говорили. Стратегия развития татарского народа. Для того, чтобы написать стратегию, нужно переосмыслить историю. Да,
По истории у нас написаны тысячи томов. В этом смысле, да, татары, конечно, поработали очень активно и любят свою историю. Но эту историю нужно применять в настоящем, и на основе ее нужно, как известно, планировать будущее. Нужно определять то, что, опять-таки, у немцев получило название Sonderweg — особый путь, специальный путь. Вот в чем особость? В чем эта миссия? Прежде всего, эта миссия должна быть для нас внутри, в освобождении, в обретении собственной свободы и независимости. Не так, когда нами помыкают, нами руководят, нас посылают умирать на несправедливую чужую войну. В конечном итоге мы некое органическое целое или мы просто некий придаток к чему-то другому, к чужому. Вот это самое главное — обретение собственного политического субъектного «я». А дальше уже раскрутка всего остального. То есть обязательно милли-рух, национальный дух, должен формироваться вокруг нескольких стержневых элементов. Это предание, история, политическое самосознание, самоопределение, национальная гордость, милли-горурлак, и некая внутренняя сила. Потому что без этих составляющих все остальное расплывается просто в безвестной дымке.